В эфире «Посредник». Сегодня она будет посвящена государственной целевой программе лечения граждан за пределами и на территории Республики Абхазия. Недавно правительство увеличило объем финансирования этой программы. С чем это связано? Достаточно ли этих средств для лечения всем, кому это необходимо? А также о некоторых других вопросах, связанных со здравоохранением. Поговорим с заместителем министра здравоохранения Республики Саидой Делба. Здравствуйте, Саида Юрьевна. Здравствуйте. Итак, недавно, как я уже говорила, Кабинет министров принял постановление об увеличении объема финансирования целевой программы лечения граждан за пределами и на территории Республики Абхазия на 2022 год. С 50 миллионов рублей, 2023 год, простите, с 50 миллионов рублей до 80 миллионов рублей. С чем связано увеличение объема финансирования? Вообще, как это дело вы, скажем так, продвигали? Расскажите, пожалуйста. Увеличение финансирования связано с тем, что количество людей, заболевшие постковидный период, у которых обострились хронические заболевания, увеличились в разы, и поэтому количество людей, которые обращаются в Министерство здравоохранения с заявлениями о помощи в отправке на лечение за пределы Абхазии, естественно, увеличилось. Помимо этого, финансовая сторона вопроса. Практически все лечебные учреждения, с которыми сотрудничествует Министерство здравоохранения на территории Российской Федерации, отправили нам новые прайс-листы, которые говорят о том, что ценовая политика изменилась, и в разы поднялась цена не только на расходные материалы, на операции высокой технологии, но и также на койко-место пребывания в стационаре. Все услуги поднялись в цене. Соответственно, и расход на каждого пациента, который лечится за пределами, увеличился. Что касаемо количество пациентов увеличивается, больше людей обследуется. Было, если до ковида люди имели хронические заболевания, с ними ходили и не часто обращались в Министерство здравоохранения, то с учетом того, что мало того, что заболевания обострились, но и имел место такой фактор психоэмоциональное состояние постковидное людей, привело к тому, что то, с чем они раньше ходили, считали, что это это возрастные изменения, сказать по-простому ничего страшного, то ковид усугубил все это состояние. И поэтому количество людей, обслуживаемые нами, и именно по этой целевой программе увеличилось в разы. А есть ли какая-то статистика? Вот сколько людей попадут под эту программу? Я имею в виду, которые вследствие ковидных этих заболеваний, различных волн ковида, сколько людей примерно нуждается в лечении? Точно спланировать мы не можем, но есть плановая госпитализация, есть экстренная госпитализация. В плановом порядке у нас увеличилось, если мы могли рассматривать где-то 700 человек в прошлом году, то сейчас это не менее чем 1,5 до 2000 однозначно. Это я не считаю экстренных. Экстренные пациенты — это в основном нейрохирургические после ДТП большое количество и кардиологические после инфаркта, которых мы должны отправить как можно быстрее. Хотела бы пояснить по поводу кардиологических пациентов, которые мы в основном, 90% случаев, отправляем в первую краевую клиническую больницу. К чему я это говорю? Сейчас я поясню. Наши расходы. Если раньше мы отправляли людей на коронарографию и предполагали, что, сделав коронарографию, сразу им поставят стенты, то сейчас ситуация немножко изменилась. В какую сторону? Логистически нарушены какие-то, доставка расходного материала, который необходим при стентировании. Раньше были одни поставки по России, сейчас другие. И поэтому задержка с поставками стентов приводит к тому, что мы сразу пациентов в первой краевой обслужить не могут, так как они заказывают расходный материал. Мы отправили пациента, он обследовался, сделали коронарографию, то есть несколько раз надо ехать пациенту. Получается, что не несколько, но 2 раза точно. Или, допустим, кардиостимулятор. Недавно была такая ситуация, что обследовали, есть понимание того, что надо ставить кардиостимулятор, но расходника нет. Целесообразность его пребывания в стационаре даже 3, 4, 5 дней, это финансово немного расходно, поэтому предлагаем приехать на
назад, побыть, связываются с нами, стационар, и говорит, да, может приезжать, расходный материал поступил, и он едет второй раз. Ну, вот это издержки сегодняшнего дня, как бы, но финансово для нас это тоже немного заказывать обременительно. Здесь, пока пациент находится, это нельзя? Заказывать здесь те же стенды, пока пациент не выехал? Не обследовав пациента, не посмотрев его на месте состояние с учетом всех обследований, сказать, какой стенд. Стенды тоже есть разные по производителю, по размерам разные, по техническим характеристикам разные. Поэтому, не увидя пациента, заказать расходный материал мы можем только нейрохирургически, исходя из там, обследования МРТ, какие-то дополнительные МКТ, но только нейрохирургия, то, что мы можем предварительно заказать в кардиологии, мы таких заказов производить не можем. Вот тоже и что касается расходников по нейрохирургическим операциям. Значит, если пациент пребывает, допустим, у нас в республиканской больнице, мы отправляем всю медицинскую документацию, там ознакомливаются, делаются резюме, присылают нам расходники, которые необходимо купить. Мы закупаем эти расходники. И только когда мы произведем оплату за расходный материал для нейрохирургической операции, только в том случае нам дают добро на госпитализацию. И, естественно, расходный материал отдельно, операция отдельно. Вот складываются немаленькие суммы. Ну вот объем финансирования увеличился с 50 до 80 миллионов рублей. Вот насколько вы считаете это увеличение как бы существенно? Мы, конечно, очень благодарны нашему государству, которое пошло на такой вот 30 миллионов, ну, не маленькая сумма. Но я не могу сказать, что это покроет все наши расходы. Мы периодически находимся в таком бюджетных обязательствах, как бы, ну, если сказать по-простому, в долговых обязательствах перед некоторыми клиниками, которые нас принимают по гарантийным письмам. Ну, мы пытаемся решать эти вопросы с помощью Министерства финансов, которое нам спускает все же эти деньги. Но 80 миллионов, ну, это не предел далеко для этой целевой программы. Угу. Как много квот, может быть, на эту сумму освоено? Понятно, каждый случай индивидуальный, что-то дороже, что-то дешевле, но каждый случай индивидуальный, и сказать, какое количество людей попадет под эту квоту, трудно сказать, потому что ценовая политика меняется каждый месяц. Ну, это касается не только людей, программа касается не только людей, которые едут лечиться за границу, но и здесь, да, которые проходят лечение. Вот в этом случае какие-то особенности есть? Ну вот, я не могу сказать, что у нас изменилась сильно ценовая политика на территории Республики Абхазия. Нас, и очень мы благодарны тому, что МРТ-центр, у нас с ними договор, это частное заведение медицинское, которое обслуживает наших социально незащищенных граждан, также инвалидов не по войне, а по соматическим заболеваниям, люди с онкологией, которые имеют группу инвалидности. Очень часто к нам обращаются киаразовцы, люди, которые находятся на попечении фонда КиаРаз. Люди просто неимущие, которые могут с Министерства социального обеспечения принести документ о том, что они живут на пенсию. Мы идем навстречу, мы связываемся с МРТ-центром, мы отправляем людей не только на МРТ-обследование, но также и на лабораторную диагностику. И сказать, что они подняли цены, я не могу, потому что они идут нам навстречу с пониманием, и даже вот мы обслуживаемся там по гарантийным письмам и переводим деньги постфактум. Вот то же самое можно сказать с клиникой Абла, Анна Ковы, которой мы очень благодарны, которая всегда идет нам навстречу. Есть экстренные ситуации, когда мы не успеваем даже физически перевести денежные средства, она всегда идет навстречу, оперирует, и переводим денежные средства после осуществления оперативного вмешательства. Вот, стоматологическая поликлиника города Сухум, главный врач Игорь Когоня. Также, опять-таки, у нас неимущие, социально незащищенные, инвалиды, жены. Там вот даже есть такой критерий, у женщины муж пропал без вести во время войны. У нее нет кормилица. Мы рассматриваем каждый документ прицельно и выносим решение. Можем мы помочь, не можем, и стараемся максимально. Я так понимаю, вы работаете очень тесно с социальными службами, Министерством социального обеспечения и прочее. То есть под эту программу кто может попасть?
просто любой человек или все-таки наиболее какие-то, идет более какой-то отбор? уязвимая категория, да, попадает, но если к нам человек приходит и говорит о том, что ему нужна медицинская помощь, мы не имеем права им отказать в этом. Даже естественно, мы у всех не можем потребовать, работающий человек в бюджетной организации на территории Абхазии, на тот оклад, который он получает, поехать самостоятельно за пределы Абхазии, если его медицинская помощь не попадает под ОМС, обеспечить себя оплатой за пределами Абхазии, не предоставляется такой возможности. Поэтому мы заявление принимаем практически у всех, кто обращается к нам за помощью. А если здесь тоже бывают дорогостоящие какие-то операции, допустим, у некоторых людей 20 тысяч нет, например, там 50 тысяч нет. У нас пока не утверждены официальные платные услуги. И поэтому, когда к нам обращаются, выдвигаются и говорят, мы, конечно, общаемся, спрашиваем, какой врач и на основании чего выставлена была такая сумма. Мы связываемся с лечебным учреждением, выясняем, почему такое происходит. И зачастую у нас есть понимание того, что данная ситуация разрешима, и пациент, который обратился, его и прооперируют, и все это будет бесплатно. Если нужна какая-то медикаментозная поддержка, Минздрав оказывает помощь в делении лекарственных препаратов. Поэтому, в принципе, все вопросы разрешаемы. И если к нам в Минздрав обратился человек и говорит, что у меня нет денежных средств, но мне нужна вот такая именно операция, мы всегда стараемся решить этот вопрос. Даже если это операция на территории Республики Абхазия. Вы могли бы какие-то цифры привести, кто по этой программе прошел лечение, допустим, в 2022 году? Вы знаете, мы сейчас готовим сводный документ, и к концу года мы будем представлять этот документ в Кабинет министров, поэтому у нас этот документ готовится. Я могу сказать только по финансированию, по количеству людей трудно сказать. Вот, допустим, если первая краевая, у нас есть точно количество людей, сколько обслужилось в этой больнице, то очень много пациентов, которые раскиданы по всей России. Мы не отказываем людям, которые хотят лечиться там в Санкт-Петербурге, там в Томске или в каком-то, да. И вот сейчас мы кумулируем как раз всю информацию, чтобы нам посчитать по количеству людей. По сумме это уже превысило 80 миллионов. Это я вам могу сказать однозначно. Но по количеству людей, сколько именно обслужилось, пока мы собираем информацию. Вот у нас будет это к концу октября, к 1 числам ноября уже полностью цифра будет готова. Скажите, а если все-таки превышается вот этот лимит вот этой суммы, да. Что дальше? Как эти деньги возмещаются? То есть я вам идут скажу, отдельными статьями, да, знаете, Министерство финансов или как это происходит? Что касается непосредственно лечебных учреждений, которым мы должны, и до Нового года, допустим, мы не успели заплатить, мы им отправляем письма с просьбой отсрочки платежей и ведем переговоры. Приходим к тому, что у нас немного мы финансово затруднены, что мы произведем оплату, и мы пишем прямо график выплат. Когда мы приблизительно знаем, когда Минфин на нас спустит деньги, исходя из того, какие нам дают даты, мы отписываемся и обсуждаем с этой клиникой даты перевода денежных средств. Скажите, в каких случаях люди отправляются на лечение за границу? Вот вы сказали сейчас ковидные, да? Какие постковидные, простите, да, постковидные. Какие в основном заболевания? И человек сам принимает решение, что он будет лечиться за границей, вот если идет лечение в рамках этой программы, или вы рекомендуете, допустим, остаться здесь, например, для чего-то, для какой-то операции? Да, каждый, кто приходит с выпиской обязательно от врача, и выписка должна быть не 2-3-годичной давности, а выписка должна быть, если это 22 год, минимум за полгода, 3 месяца, 2 месяца, лучше, чтобы эта выписка была свежая, давностью 1 месяц хотя бы. Вот. И лично я делаю так. Я отзваниваю в лечебное учреждение. В основном, если ко мне попадает, не все конечно, ко мне попадают. Если это кардиология городской больницы, я отзваниваюсь, веду переговоры с доктором и говорю, насколько экстренная ситуация. Это может быть в плановом порядке или это экстренная помощь.
Ну, практически все, что касается кардиологии, лучше принимать меры сразу, чтобы это не отдаленный. Если человек был уже в экстренном порядке обследован, были приняты какие-то определенные меры, и он едет на повторное обследование плановое, это можно отсроченно сделать. А есть экстренный. Всегда мы исходим из того, что у нас в выписке. Если в выписке врач не пишет, что пациент нуждается в лечении за пределами Абхазии, мы должны объяснить пациенту о том, что раз врач такое не пишет, резюме, значит, он может лечиться здесь, на территории Республики Абхазия. Убедительно объясняем о том, что тот объем услуг, который нужен данному пациенту, может быть предоставлен и на территории Республики Абхазия. Скажите, пожалуйста, а какие отношения у нашего Минздрава с коллегами в России, приходится постоянно и тесно работать, отправлять пациентов, там финансовые вопросы решать и прочее. Как происходит взаимодействие? Знаете, у нас взаимодействие, мы работаем со многими. В последнее время у нас больше поток людей идет в первую краевую клиническую больницу, но мы взаимодействуем максимально со всеми и пытаемся наладить с ними не только рабочие отношения, но и даже иногда и дружеские отношения для того, чтобы они вошли в нашу ситуацию, понимали экстренность ситуации. У нас очень часто министр лично сам включается в процесс, отзванивает главным врачам крупных клиник, там, где у него есть взаимодействие. Недавно он был с визитом в Москве, он вел переговоры с главным врачом детской клинической больницы республиканской, с главным врачом кардиологического центра. И мы иногда даже выходим на прямую связь с начмедом, с главными врачами. При содействии нашего министра здравоохранения у нас получается взаимодействовать, чтобы ускорить процедуры отправки пациента, что касаемо и детей, и взрослых. Угу. То есть налаживаются какие-то контакты, связи и на личном уровне, и так между ведомствами. Угу. Да. А как обстоят дела с воспитанием собственных кадров, скажем так? У нас это проблема, почему мы и отправляем людей лечиться за границу. Что в последнее время, какие-то тенденции намечены ли, намечаются ли, что бы вы сказали? Возвращаются ли люди, которые закончили медицинские вузы в России или где-то еще сюда, в Абхазию, работать? Возвращаются. Я не могу сказать, что они возвращаются хорошо, быстро и по первому нашему звонку, но они возвращаются. С одной стороны, у нас в этом году вернулся врач-лор, врач-рентгенолог, врач-реаниматолог, которые уже на рабочих местах. Те, за которых я достоверно могу сказать, это те, которые обучались по линии Минздрава. Что касается выпускников 6-го курса в этом году, у нас закончил всего один доктор, который пошел в ординатуру. Значит, на будущий год у нас много выпускников 6-го курса будет, там человек 6, так что пополнение должно быть хорошее. Но мы не против того, чтобы наши выпускники шли сразу в ординатуру. Все же специализация, узкая специализация в ординатуре – это хорошее подспорье, чтобы к нам они уже приехали с каким-то багажом и опытом знаний. Чтобы нам потом их, они приедут, годик отработают, они все равно, естественно, и это нужно, поедут в ординатуру, чтобы к нам они уже приехали обученные, это и в наших интересах, и в их интересах. Возвращаются не так, как мы хотели бы, но и тенденция к улучшению имеет место быть. Угу. А есть какие-то планы у ведомства в смысле подготовки кадров, повышения квалификации? Специально отправляете ли людей на какие-то определенные медицинские специальности с тем, чтобы потом этот специалист вернулся? У нас есть еще и целевая программа, целевая программа «Кадровое обеспечение». В эту целевую программу мы внесли еще один пункт, потому что это финансово тоже затратно, отправка на дополнительное образование, обучение врачей, которые уже практикуют у нас в Абхазии. Мы этот пункт внесли в целевую программу «Кадровое обеспечение». Вчера буквально я говорила с проректором РАМАПО, это последипломное образование Москва, те, которыми у нас есть договор, и давно он уже у нас существует, с просьбой о том, что, как и ранее у нас было, чтобы приехали к нам в Абхазию на курсы
раньше по России они назывались сертификационные и у нас, но Россия сейчас как бы не называет их сертификационными курсами. У нас пока мы этот вопрос не обсуждали, как они у нас будут называться. Суть вопроса в том, чтобы наши врачи прошли курсы повышения квалификации, как бы они ни назывались, у нас или в России. В общем, есть понимание, официальное письмо мы уже отправили, и давно отправили, но мы пытаемся как бы ускорить процедуру приезда этих врачей. Вот, пообещали, что в ближайшее время решат этот вопрос. И для нас это было бы финансово намного менее затратно, если бы врачи приехали сюда на курсы повышения квалификации наших специалистов. А вообще, я помню, вот, ну, правда, это были ковидные времена, когда приезжали наши к нам сюда, в Абхазию, специалисты российские, и здесь немного работали. Вот недавно были из Башкирии, по-моему, медики, реаниматологи, и в том числе. Вот такие проекты как-то будут продолжаться? Да, конечно. Это будет иметь продолжение. Мы постоянно ведем переговоры. Я думаю, ближе... Ну вот сейчас немножко такое затишье, потому что им тоже надо возвращаться на свои рабочие места. Там идет ротация. Но я думаю, это будет продолжено, да, потому что у нас хорошие есть взаимоотношения. Угу. Буквально вчера появилась информация о том, что на следующей неделе начнется вакцинация от гриппа. Вот, сезонного гриппа, да. Не связано ничего это с ковидом, этот вопрос. Но, тем не менее, вот расскажите, пожалуйста, как все это планируется, как будет проводиться кампания? Ну, так же, как и до ковида, и во время ковида против гриппа мы вакцинировали. Все то также будет протекать в штатном порядке. Городская поликлиника города Сухум. И вот вчера у нас было буквально совещание с педиатрами, представителями педиатрической службы по всей Абхазии. В Минздраве было совещание, обсуждали этот вопрос. Вот, все как раньше и было в поликлиниках, при центральных районных больницах. В городе Сухум это будет при поликлинике. Ничего не изменилось. Как вакцинация была сезонного гриппа, так и это будет протекать. Но вы рекомендуете, скажем, населению, людям как бы получить, конечно, вот эту прививку? Да, мы, конечно, рекомендуем, потому что штаммы мутируют, постоянно что-то видоизменяется, и поэтому, если Минздрав рекомендует, я думаю, надо прислушиваться к мнению докторов и провакцинироваться однозначно. Что касается вакцинации от ковида, сейчас у нас как бы такой спад заболеваемости, по крайней мере, вот не слышно каких-то таких новостей шумных. Я не знаю, может быть, вы скорректируете это, мое как бы вот представление. Что вы думаете, будет ли опять такая вот массовая вакцинация? Тоже мы получили прививки, вакцину, насколько я знаю, да. Обращаются ли люди? Обращаются, конечно, в меньшем количестве обращаются, но, к счастью, на сегодняшний день показатели по ковиду у нас минимизированы, поэтому вакцинация будет продолжаться, но вот надеюсь, что впредь вот таких всплесков, да, резких, как вот у нас в начале осени были, такого не должно быть. По крайней мере, ВОЗ не говорит об этом, потому что ВОЗ всегда предупреждает, что должно произойти как-то наперед. Они всегда все знают вроде как, да. Нас никто не предупреждал. Ну, будем надеяться на то, что та ситуация, которая сегодня у нас подконтрольна, будет более пролонгированного действия. Но медики рекомендуют, допустим, вот этим людям, которые в группе риска, все-таки вот сейчас пока спокойно провакцинироваться, или можно как бы так... Если есть показания, если есть состояние, которое требует вакцинации, не только состояние, вот сроки выдержанные, там же мы же придерживаемся определенных стандартов, если есть необходимость, конечно, лучше, конечно, вакцинироваться однозначно. Спасибо вам большое. Спасибо за беседу. Мы говорили с заместителем министра здравоохранения Республики Абхазия Саидой Делба о целевой программе лечения граждан за пределами и на территории республики и о других вопросах, которыми занимается ведомство. Спасибо вам большое. Всего доброго. С вами был «Посредник».